Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. 13 лет в эфире. За это время деятельность телеканала Абаза ТВ никогда не прерывалась, радуя абхазского зрителя интересными проектами. Новости, передачи на различную тематику на абхазском и русском языках, кинофильмы, мультфильмы, специальные проекты для самых маленьких. Все это входит в ежедневную сетку вещания канала. Сегодня в коллективе работают 35 человек. Абаза ТВ – это семья, это работа, это любимый коллектив. Это каждый день что-то новое, интересное. Это дом родной. Марьяна Котова работает на телеканале с ноября 2008 года. Сразу после окончания университета она решила попробовать себя в тележурналистике. К этому времени у нее уже был опыт работы в печатном издании. Пришла, думала, приду, посмотрю, подходит мне это или не подходит, смогу ли я, справлюсь или нет. Но Руслан Мканович решил, что я справлюсь, отправил меня на съемку с Торника Мамичба. Я записывала интервью с Русланом Тарба. Мне повезло, и у меня началась моя, я считаю, успешная карьера. Стать кем-то, кроме как журналистом, я не хочу и не могу, потому что ничего не умею делать, кроме как репортажи. Надежда Боровикова на Абаза ТВ 5 лет попробовала себя в разных видах деятельности, но нашла свое призвание именно здесь. С 2015 года любимый коллектив и съемки стали неотъемлемой частью ее жизни. Самое, наверное, любимое – это то, что идешь на работу и не знаешь, куда ты попадешь. Ты можешь поехать в поле на кукурузу, можешь пойти в парламент, можешь попасть куда угодно. И постоянно новые люди, интересное общение. В общем, это интересно. Есть усталость, есть какое-то выгорание. Но есть и любимые люди, к которым хочется возвращаться. Есть шеф, который просто нивелирует очень много недостатков этой профессии, который всегда за нас горой, который к нам как отец относится и переживает за нас, и мы тоже все его любим как папу и боимся его подвести. 26 июня 2007 год. До эфира остались секунды. Волнуясь, ведущая и съемочная группа занимают рабочие места. Звучат первые аккорды, на экране появляется заставка Абаза ТВ. Камера, мотор, начали. Время новостей на канале Абаза. Я, Лиана Ибжно. Здравствуйте. На информационном поле Абхазии появился новый субъект – первая независимая телекомпания. Мы делаем свой первый шаг, прекрасно осознавая, какие трудности ждут впереди. Но желание сделать что-то нужное для своей страны придает уверенность в собственных силах. И, конечно же, без вашей поддержки, уважаемые зрители, нам не обойтись. Мои коллеги за кадром, впрочем, как и я, скрестили пальцы на удачу. Время новостей начинает свой отсчет. Этот самый первый и важный эфир телеканала редактор и телеведущий Абаза ТВ Рустам Зантария помнит хорошо. Волнение, которое тогда присутствовало, невозможно забыть. То 26 июня 2007 года я тоже хорошо помню. Тогда было очень много волнения, и для меня, как человека, пришедшего на телевидение буквально за пару месяцев до этого момента, это было все в диковинку, в новинку. И 13 лет на самом деле прошли очень незаметно. Хотя на себя смотришь, того вот видишь изменения и понимаешь, что такие моменты не повторяются больше никогда. За эти годы у Рустама добавился опыт и профессионализм. Придя сюда выпускником исторического факультета, он получил знания на практике. За время работы случались и забавные случаи. Один из самых ярких моментов, пожалуй, это когда у нас работал Семен Пегов. Это было также 2-3 года он у нас был на канале. Очень яркий журналист, интересный. С ним всегда было очень хорошо, комфортно и в то же время интересно. И я читал новости, готовился к выпуску. Там был реанимобиль, который Аквафон там подарил больнице, второй городской или республиканской, уже точно не вспомню. И слово реанимобиль я прочел как реанимбомбиль. И Сема начал меня подкалывать, соответственно. Я уже готовясь к выпуску, я говорю, я ни за что так не скажу. И уже читая, я говорю, реанимбомбиль. И дальше все равно пошел, даже себя не поправил, но настолько это было смешно и в то же время досадно. В течение 13 лет на Абаза ТВ поменялось многое. Передачи, стиль вещания, люди. Но неизменным оставалось одно – стремление телеканала идти в ногу со временем. За эти годы коллектив Абаза ТВ сталкивался со многими проблемами. Но вещание телеканала никогда не прекращалось. Я горжусь нашим проектом, что ни на один день мы не прервали свое вещание, а было очень сложно. Даже вот
Только вот эти последние дни, когда страна находилась на карантине, были определенные ограничения в работе многих государственных и общественных организаций. А телевидение как работало, так и работает. Сейчас все испытывают кризис экономический, финансовый. Естественно, это отражается на нашей работе, но мы держимся, мы работаем, мы вещаем. И самое главное, повторюсь, мы не подвели, и наши зрители ждут нас. На Абаза ТВ немало интересных проектов, но, как отметил Руслан Хашик, основной упор делается на новостное вещание. Сегодня молодые креативные журналисты Абаза ТВ оперативно и интересно доносят информацию до зрителя. 90% журналистов, они приходили на Абаза ТВ и пробовали себя в сфере телевизионной журналистики, а сегодня их имя, как бы, это бренд Абаза ТВ. И у нас, несмотря на все сложности, у нас нет текучести кадров. У меня большой список желающих молодых журналистов, которые хотят прийти на Абаза ТВ. Но, к большому сожалению, вот этот финансовый, экономический кризис, который испытывают сегодня все, не дают возможность расширить эфир, пригласить новые лица на канал. Но мы надеемся, что это временные трудности не только для канала Абаза ТВ, это временные трудности всей нашей страны и вообще мирового процесса. За 13 лет существования телеканал Абаза ТВ успел полюбиться многим. Дороже всего внимание, любовь и критика зрителей, подчеркнул Руслан Хашик. Мы еще раз поздравляем наших коллег с праздником и желаем им хороших новостей. Гугу Савардания, Тамас Чиковани, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.